Здравствуйте! Основная тема сегодняшней передачи – готовность Якутска к отопительному сезону и эксплуатации деревянного жилого фонда. Что и говорить, обе темы довольно-таки глобальные, и поэтому я только вскользь успею упомянуть о некоторых событиях дня. Ну, во-первых, о публикации, в газете «Якутия» относительно будущего финансового краха, как утверждает автор компании «Алроса». Ну, по сути дела, он своими словами пересказывает тезисы известного выступления президента Штырова на заседании наблюдательного совета «Алросы» летом этого года. Очень коротко замечу вскользь, что автор почему-то не видит разницы между АК Алроса и ЭГ Алроса, хотя это далеко не одно и то же. Все по той же причине дефицита времени упомяну лишь вскользь об интервью Ильи Михальчука одному интернет-изданию, сайтов, порталов российских. Он дает интервью относительно взаимоотношений с президентом Штыровым. Если коротко, то можно его свести к этой цитате. Руководство Якутии в корыстных целях пытается сделать из республики нестабильный регион. Ну и, наконец, лишь вскользь упомяну о том, что сегодня открылась сессия Илтумена. Среди прочего, депутаты намерены обсудить то, как их коллеги съездили на заседание Высшего арбитражного суда. Напомню, что в конце прошлой недели суд рассматривал иск Росимущества к правительству нашей республики относительно собственности НПО «Якуталмаз». Ну и, наконец, радостное, а может быть грустное сообщение, уж не знаю, как правильно его охарактеризовать. В Якутске наконец-то наступила в полном смысле зима. Не в том смысле, что 15 градусов мороза на улице, а в том смысле, что Якутская ТЭЦ вчера, накануне, перешла на режим зимней эксплуатации. Ну а теперь, собственно говоря, перейдем давайте к основной теме, к тому самому отопительному сезону и эксплуатации деревянного фонда. Всю первую половину среды депутаты Окружного совета Якутска обсуждали именно эти вопросы. И более того, один из депутатов, Петр Машицкий, он избирался от Гемиина, пришел в зал заседания даже с обращением, которое приняли его избиратели. Его можно коротко свести к вопросу, можно даже сказать риторическому вопросу, который содержится в этом обращении. Зачем город взял котельную Гемиина и все сети в эксплуатации, если у него на это нет денег? В оценке необходимых объемов работ выявили сумму 21 миллион, и эта сумма была озвучена в Министерстве ЖКХ. На условиях софинансирования мы начали подготовку жилищного фонда. Вы знаете, что мы внесли уточнение в бюджет, выделили 10 миллионов в августе месяце, был проведен конкурс, закуплено необходимое оборудование. Сейчас монтаж теплотрасс производится, установлены опоры. Ну, вы знаете, мы делали там выездное совещание, видели это все. Проблема в трубопроводах. Они сейчас уже поставлены, но были проблемы с поставкой, имеется в виду, из-за дороги. Поэтому сейчас она постепенно приходит. Сроки обозначены по монтажу новых теплотрасс, это 15 ноября. Поселок сейчас не замерзает. Система отопления там отревизирована, подача и обратка вы сами видели, да? Они в достаточно нормальном состоянии. Проблема там по подаче горячей воды, по теплотрассам по горячей воде. Вот они, да, и они текут. Изоляция труб будет проводиться совместно с прокладкой трубопроводов новых. Они с применением новых технологий, это ППУ изоляции, то есть практически гарантия на 50 лет. Вот 50 лет она, наверное, ждать не сможет. Наша пенсионерка Рахвалова, да? Она осталась без тепла, я вам писал письмо, да? Даже есть у меня номер входящий. Ее отрезали от тепла и сказали, что пока она не заплатит 25 тысяч за установку шагового ввода. Планируют, если у нее в квартире минус 5, таких денег она в жизни не соберет. Как быть? Сейчас отвечу. После того, как мы с вами выезжали на этот объект, да, действительно там есть частный дом, в котором проживает эта пенсионерка. Но сумма не 50 тысяч была выставлена, а 33 тысячи за монтаж узла ввода. Это, кстати, требование, значит, техническое, никуда от него не деться. И рекомендовали Теплоэнергия и управляющая компания Теплоэнергии заключить как бы рассрочку. Предоставить ей рассрочку, а монтаж узла ввода произвести. На сегодняшний день, вот Владимир Петрович, наверное, ответит, сейчас на контроле это держится. Я думаю, без тепла бабушка не останется. Да, я бы конкретно по гидромедцентру, который бросил, ну, я другого слова не подберу, как говорится, бросил, и, значит, без компенсации и так далее, вынуждены были, значит, срочно, значит, пересмотрели, в этом году, значит, были выделены 960 тысяч рублей, это на узлы ввода, так, по капитальному ремонту, как по основному плану, так и по дополнительному. В принципе, работы как бы выполнены.
Кроме, значит, на котельную, значит, и саму, и в частности на сети выделено было 10 миллионов рублей, это муниципалитетом имеется в виду. Ну, было паритетно софинансировано 10 миллионов рублей от Министерства ЖКХ, но, к сожалению, не получили. Поэтому, как бы, конечно, работы не до конца выполнены некоторые. Вот в этом обращении, о котором я уже упомянул, жители пишут, что, вернее, опасаются, что посреди зимы они могут оказаться, сейчас вот половина домов без горячей воды, окажутся и без холодной, и без отопления. Насколько вообще это опасение оправдано? Ну, думаю, опасения не так оправданы, потому что, в принципе, они как бы и в прошлые годы вообще не обслужились. Так, в этом году мы срочно назначили, точнее уговорили управляющую компанию «Теплоэнерго», которая значит, обслуживает этот жилищный фонд. Ну, как бы и надо учитывать то, что жители не платят. Так, процент где-то там сборов составляет всего-навсего 20%. Это тоже надо учитывать, так. Откуда взять управляющей компании деньги на текущее обслуживание. Вот эти проблемы все наслаиваются, но тем не менее, как бы на контроле будем держать. Ну, Гимиин, к сожалению, это не единственный запущенный микрорайон Якутска. И вот уже к микрофону подходит другой депутат, Сергей Визер, а он избирался от 2, 3, 4 и 17 кварталов, и задает другой вопрос властям столицы нашей республики. Почему на ремонт деревянного жилого фонда выделяется мало средств, и что будет дальше? Я приведу пример по своему фонду. У меня 350 домов в 18 квартале. Насчет трасс и насчет полов, которые сгнили, обязаны делать мы их. И вы обязаны были учесть это. А сегодняшний момент люди живут, платят за коммунальные услуги ровно столько в трехкомнатной квартире, сколько платят в каменном. Но услуги получают намного хуже. Из 350 домов 6 было сделано капремонт. Две управляющие компании, то есть каждая по 3 дома. Процент износа этих домов уже за 100%. У меня вопрос, по каким критериям планировался капитальный ремонт на 2006 год? По остаточным, я думаю, так. И как будет планироваться на 2007 год? Трассы все голые, лежат неизвестно на чем, на чурках, на бревнах. На сессии прозвучал вопрос, правда он остался, мне кажется, без ответа, относительно того, каким образом будет формироваться план ремонта капитального деревянного фонда на будущий год. В этом году, я так понял, что... Капитальный ремонт сейчас пока формируется, так, но, к сожалению, опять цифры, как бы, я уже говорил, что, значит, только первоначальная по городу из-за недоремонта, значит, прошлых лет, недофинансирования, 600 миллионов минимум надо только. Это то, чтобы где-то починить крышу, там, трубопровод и так далее, деревянном фоне, там, окна ставить, двери, в таком духе где-то 600 миллионов. Ну, ясно, что таких денег у вас не будет. Каким да, образом вы наверное, сформируете план тогда? Что будете в первую очередь ремонтировать в деревянном фонде? В первую очередь в деревянном фонде, конечно, вот будем смотреть, чтобы и как бы предусмотреть, ну вот и дотации, я вижу, муниципалитета. В первую очередь, конечно, надо конкретно взяться за эти дома в следующем году. И, наверное, в первую очередь вот, центральную канализацию провести, горячее водоснабжение на окраинах города. Ну и, наверное, элементарные вещи, такие как утепление заваленки, значит, окна вставить и двери в подъездах, имеется в виду. Сколько вы думаете, на это денег потребуется? Ну, как бы, мы прокидывали, где-то нужно примерно 3 миллиарда рублей. Для того, чтобы один деревянный дом сейчас сделать, нужно 2,5 миллиона рублей. Не, ну то, чтобы реально вот сделать. Реально сейчас пока не можем сказать, у нас цифр пока еще таких нету. Ну, надеемся, что все-таки мы, значит, пытались, значит, мы, значит, дали показатели более 300 миллионов рублей. Но как это все будет спущено сверху, пока невозможно сказать. Еще один вопрос касается капитального ремонта, опять-таки, на будущий год. И не только деревянного, как я понял, но и каменного фонда тоже. Шла речь о том, что жители сами должны будут, так сказать, сброситься, скинуться на него. Это действительно так? Да, это проблема такая, что есть, например, и она сейчас как бы существует, что, значит, приватизированные квартиры и так далее. То есть муниципалитет, я уже подчеркивал, что по новому жилищному коду муниципалитет не обязан ремонтировать эти дома. Но в связи с тем, конечно, что высок процент износа и так далее, естественно, никак эта роль муниципалитет себя не снимает. Но жильцы тоже должны, значит, входить в это положение, и, значит, и у нас нами разработано сейчас, что до 15% они будут. Но, опять же, управляющие компании должны провести собрание и посмотреть процент степени износа, и как бы прописано жилищным кодексом, что тарифы на жилищные услуги сами управляющие компании вместе с собственниками жилья должны, значит, эти тарифы установить, формировать и установить. То есть имеется в виду, что если, например, новый дом, не обязательно там брать 100%, как бы положено в среднем, может быть, ну, 50%. Это все должны жильцы вместе с управляющей компанией. Где есть высокая степень износа, они должны посмотреть и конкретно выделить средства на капитальный ремонт чего-то, например. Ну, то есть речь идет о том, чтобы внести вот эти, заложить эти средства именно в тариф, а не просто дополнительно ходить, потом собирать по квартирам. Да, в тариф, да. Только в тарифы время. Да. Это до 1 декабря должно произойти уже. Да, до 1 января. До 1 января, да. И вот как бы мы видим в этом разъяснительную работу, для чего этот общественный совет создается.
Ну и, наверное, мы там сделаем путем брошюрок и так далее. В СМИ это все будет более активно, значит, будем к этому подходить, чтобы как бы население проснулось, так скажем. Ну, имеется в виду, проснулось в том смысле, что оно пассивно сейчас пока. И управляющие компании, конечно, многие есть. Управляющим компаниям очень много недостатков у них, много к ним претензий. Да, действительно, немного не выполняют и так далее. Вот с этим надо бороться. И вот в этом мы видим муниципалитет свою задачу. Еще раз хочу обратить ваше внимание на то, что речь идет о расходах на капитальный ремонт не помимо тарифов, а внутри этих тарифов. И все этот вопрос актуализируется тем, что до конца года управляющие компании должны будут согласовать со своими жильцами то, сколько средств должно быть заложено в этот самый тариф. Причем тариф имеется в виду не для каждого отдельного взятого дома, а не для управляющей компании в среднем, скажем так. Именно каждый из нас сколько должен будет заплатить за ремонт именно своего конкретного дома, а не соседей или за тех, кто не будет платить управляющей компании. Ну и, наконец, возникал на сессии и еще один вопрос. С какой-то стати городские власти выделяют муниципальные средства на ремонт котельных и сетей, принадлежащих частным компаниям? А насколько я смотрю, собственность не наша, да? В основном там Холод, ЕНЦ, ТЭЦ, это все не наше. Обслуживает жилой фонд управляющей компании, частных, тоже не наши. Скажите, какова роль и место муниципалитета в системе обслуживания ЖКХ? Организация на территории, границах, то есть городского округа, электровода, газа, теплоснабжения, водоотведения, канализация, это все лежит на плечах органа местного самоуправления. Это 131 закон федеральный. В принципе, добавить тут больше нечего. Если процесс организован, он организован. Если не организован, он виден. Могу сказать, что по новому закону, значит, в принципе, как бы муниципальные органы обязаны взять все, что, значит, не находится на обслуживании. Поэтому вот сегодня тоже был вопрос, почему мы котельными ведомствами... То есть потому что они были брошены просто? Да, брошены, да, и муниципальные органы обязаны брать. Так, в частности, например, сегодня перечислялось много котельных, где мы, значит, затратили более 27 миллионов рублей. Это из-за того, что те же котельные, например, Кэтча там, или тоже кадетская школа в Мархе, там они обслуживают еще и жилищный фонд. Вот что надо учитывать. Наши дома, имеется в виду муниципальные. И там ситуация точно такая же? Да, и ситуация точно такая же, да. И мы вынуждены, конечно, были брать, да, вынуждены брать. И что делать? Вы в своем выступлении упомянули о том, что часть управляющих компаний вызывает у вас опасения относительно своей состоятельности. Но, я так понимаю, технической, финансовой тоже. Вы можете назвать их? Сейчас не хотелось бы раньше времени ажиотаж вводить, потому что, в принципе, мы, наверное, к этому придем обязательно, так, к концу, как бы, к концу этого года, потому что надо прямо их называть, но сейчас бы конкретно не хотелось, потому что это может вызвать ажиотаж населения. Панику. Но, в принципе, да, может быть, даже и панику, я бы так сказал. Но, в принципе, большинство есть такое. И мы, наверное, муниципалитет обязаны, мы, конечно, сейчас все решают сами жители и собрание жильцов, так, но мы, как бы, наверное, обязаны и видим в этом, значит, обязанность свою, что мы должны формировать общественное мнение, имеется в виду, через средства СМИ и так далее, да. То есть, да, вот это, наверное, самое большое будет для управляющей компании. Если мы сформируем, значит, негативное общественное мнение, если действительно управляющая компания плохо работает, наверное, это будет подспорье жителям. И сейчас, значит, мы создаем общественные советы, значит, при департаменте сейчас ЖКХ есть у нас, муниципалитете имеется в виду, и в мэрии общественные советы, значит, при управах, чтобы они, как бы, и будем выходить, так скажем, в люди, чтобы управляющие компании понимали, многие управляющие компании даже не понимают ответственности этого. И в свете, значит, вот этих новых жилищных вот этих законов и кодексов и так далее, это, значит, все, будем вести большую разъяснительную работу как управляющей компании, так и населения. Признаюсь, но мне стало грустно от того, что ушли в безвозвратное прошлое времена, когда мы с вами безмятежно проживали в многоквартирных домах. Может быть, какие-то неудобства и терпели, но терпели, потому что всегда можно было, скажем, психологическую разрядку получить в мэрии, в администрации Якутска, пожаловавшись на управляющую компанию, или на ЖЭО, как раньше мы с вами именовали. Теперь вот получается, что все это ушло в прошлое, и каждый из нас, по сути дела, должен теперь вникать в детали того, как эксплуатируется наш дом. Так, как если бы это был наш с вами частный дом. Во многих случаях оно, в общем-то, почти что так оно и есть. На сегодня все. До свидания.